Письмо работника одного из лагерей Восточного Туркестана, расположенного в провинции Даванчин, стало доказательством насилия и издевательств над заключенными уйгурами. Перевод письма на английский осуществила организация Torchlight Uyghur Group. Работник сообщил, что был переведен в лагерь в начале 2018 года, где ему поручили наблюдение за заключенными в ночную смену. По его словам, на кухне для надзирателей было 2 стола, на одном из которых они издевались над уйгурскими девушками. Столы были сделаны из пластика для того, чтобы девушки не навредили себе. Но одна из пострадавших разбила стол и попыталась вспороть себе живот острой частью обломка, однако ее удалось спасти. Китай назвал свои действия в Восточном Туркестане борьбой с терроризмом и призвал Турцию к поддержке ее позиции. Ответ пришел незамедлительно. Помощник министра иностранных дел Турции Седат Онал, посетивший Пекин с официальным визитом, заявил, что Анкара поддерживает действия Китая по сохранению территориальной целостности, его борьбу с терроризмом и надеется на дальнейшее сотрудничество в рамках двусторонних интересов. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш сделал следующее заявление. Поддержав Китай, Турецкая республика признала законность беспредела коммунистов, учиненного над уйгурами, что вызвало наше глубокое разочарование. Напротив, уйгуры и другие тюрки являются жертвами китайского государственного террора. На сегодняшний день это известно всем, и большинство стран осуждают Китай. В момент, когда наши девушки становятся жертвами китайского насилия, действия и решения сторонников Китая категорически неприемлемы. Бывший сотрудник ЦРУ Кевин Маллори осужден на 20 лет по обвинению в передаче Китаю секретных военных данных. Маллори был обвинен в шпионаже в июне прошлого года. Бывший сотрудник американской разведки в совершенстве владел китайским языком и имел доступ к секретным данным ЦРУ. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран никогда не согласится на условия США. На встрече деятелей искусства и активистов Рухани напомнил о важности соглашения по ядерной энергетике, подписанного организацией П5, участницами которого являются Китай, Франция, Россия, Англия, США и Германия. Хасан Рухани подчеркнул, что данное соглашение внесло огромный вклад в развитие экономики, а также заявил, что Иран является страной, способной на переговоры и выдвижение собственных условий. На главного героя фильма «Терминатор» Арнольда Шварценеггера совершено нападение. Инцидент произошел во время визита бывшего чемпиона по бодибилдингу и губернатора Калифорнии в Южноафриканскую республику. Получивший удар в спину 71-летний Шварценеггер заявил, что с ним все в порядке. Поначалу мне показалось, что меня кто-то толкнул, но после просмотра видеозаписи все встало на свои места. Видимо, этот бедняга не отдавал себе отчета, написал Шварценеггер на своей странице в Твиттере.